бузургон мегӯянд, хонаи бекитоб мисли рӯзи беофтоб аст. дар воқеъ, агар рӯзе офтоб надурахшад ё ин ки дар фасли ҳосилпаз офтоб тулӯ накунад, ҳама меваҳои дарахтон хом мемонанду нохӯрданӣ мегарданд. ҳамчунин дар ҳар ҷомеае ки китоб ва ё китобхона набошаду ба ин неъмати бебаҳо таваҷҷӯҳ накунанд, ҳатман насли наврасаш, ки ҳукми меваҳоро доранд, хому норасида мемонанд. аз ин ҷост ки мо бояд ҳанӯз аз овони кӯдакӣ насли наврасро ба китобхониву китобдӯстӣ ҳидоят кунем. ва эълон гардидани озмуни китобхони беҳтарин таҳти унвони фуруғи субҳи доноӣ хеле саривақтӣ аст. дар ҳошияи ин озмун чанде пеш дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 28-уми шаҳри Душанбе таҳти унвони фуруғи субҳи доноӣ маҳфили адабие баргузор гардид. дар ин чорабинӣ наврасон баҳси китобу китобхонаву китобхониро намуданд. Попав однажды в плен чудесный, не вырвешься уже вовек. Мир бесконечно интересен. Волшебный мир библиотек. Библиотекарь — это слово волшебное, как кристалл. Всегда помочь тебе готовый. Твоим он другом лучшим стал. Он в книжном море навигатор, как путеводная звезда. Хранитель, спутник, инноватор. Сияй, сияй, сияй всегда. боиси хушнудист ки сол то сол барои китобхонӣ рӯ овардани қишрҳои гуногуни ҷомеа аз ҷониби давлату ҳукумат чораҳои зиёде андешида шуда истодаанд ва хушбахтона ин кӯшишҳои онҳо самар овардаанд. Сколько в мире разных слов, я отдать вам их готов. Пусть запомнит голова очень важные слова, очень важные слова. На то у человека и есть библиотека, на то у человека и есть библиотека. Я открою вам тайник, полки с тысячами книг. Начинайте с букваря, не теряйте время зря, не теряйте время зря. имрӯз насли навраси кишвар махсусан кӯдакон ба мутолиаи китобу аз бар намудани ашъори бузургон майли зиёд доранд. муҳаммад Юсуф яке аз онҳост. ҳарчанд ҳоло хурдасту вазъи саломатиаш низ чандон хуб нест, аммо ба ин нигоҳ накарда қарор додааст дар озмуни имсола иштирок намояд. сухангӯй деҳқон чӯбинҳот хон, яке досон ронд аз ҳафт хон. яке ҷоми занин ба каф баргирифт, зи гӯш тосп онгах сухан даргирифт. зиру индижу кони исфандиёр, зиро ҳузи омӯзиши гурсор. чунин гуфт чун ӯ биёмад ба вақт, забону равон пур зи гуфтори тақ. зи пеши падар рафт исфандиёр, сӯи роҳи турон або гурсор. ҳамерон то пешаш омад дуроҳ, саропардаву хайма зад бо сипоҳ. бифармуд то хон биёсанд, май уруду ромишгарон хостанд. бирафтанд гулдони лашкар ҳама, нишастанд бар хони шоҳи рама. ва аз он пас бифармуд то гурсор, шавад хастадир пеши исфандиёр. бифармуд то ҷоми занин ҷахор, дамодам бидоданд бар гурсор. ва аз он пас бад ӯ гуфт ки эй тиравақт, расонам ман туро ба тоҷу ба тахт. гар эдун ки ҳарчи ҳад бипурсам турост, бигӯй ҳама бӯми туркон турост. чӯ пирӯз гардам супорам туро, ба хуршеди тобон барорам туро. наёзорам онро ки пайванди туст, ҳама онро гуҷо қайшу фарзанди туст. ва агар ҳеҷ гардӣ ба гирди дурӯғ, нагирад дурӯғат бари ман фурӯғ. миёнат ба ханҷар кунам бар ду ним, дили анҷуман гардад аз ту ба бин. чунин дод посух воро гурсор, که ای نامر فروغ اسفندیار. زی من نشنود شاه چوز گفتی راست، تو آن کن که از پادشاهان سزاست. Карина Туйчиева низ иштирокчии фаъоли ин маҳфил буд. вай рӯззабон аст. бинобар ин қарор додааст дар озмуни имсола аз рӯи мутолиаи асарҳои нависандагони хориҷ иштирок намояд.
тем больше нравятся собаки. Они честней, они добрей, по пустякам не лезут драки. Не лгут, не пьют, не предают, не обижают так беспечно. И в душу ядом не плюют. И понимают все, конечно. Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки. Они как друг с тобой везде. Пойдут, не пятясь, точно раки. Разборчивые их глаза не побегут за первым встречным. И даже если против, за, и понимают все, конечно. Чем больше узнаю людей, тем больше нежности к собакам. Различных видов и мастей, бесхвостным, стриженным, лохматым, что платят за добро добром и в дружбу верят бесконечно, не треплют длинным языком и понимают все, конечно. Мне невдомек, в конце концов, за что в ругательной атаке друг другу тычем мы в лицо, мол, дескать, злые, как собаки. Нам до таких еще расти, чтоб вровень стать с их благородством, а им вовек не доползти до человеческого скотства. Семен, коридорный. Помилуй, Семен. Ну что же это такое? Ты знаешь, я человек ревматический, болезненный, а ты заставляешь меня босиком выходить. Отчего ты не даешь мне моих сапог? Где они? А где же им быть, проклятым? Вечером, кажись, чистил, тут поставил. Вчера, признаться, выпивший был. Должно быть, в другой номер поставил. Именно так и есть. Сапог-то много, а черт их в пьяном виде разберет, ежели себя не помнит. Должно быть, к актрисе поставил, что рядом живет. Изволь, я теперь из-за тебя к барыне идти, беспокоить? Изволь вот из-за пустяка будить честную женщину. Кто там? Это яс. Извините за беспокойство, сударыня. Я человек болезненный, ревматический. Мне, сударыня, доктора велели ноги в тепле держать. Тем более мне нужно идти на рояль к генеральше Шевелицыной. Не ходить же мне босиком. Что вам надо? Какой рояль? Не рояль, сударыня, а в отношении сапог. Невежа Семен почистил мои сапоги и по ошибке поставил их в ваш номер. Будьте, сударыня, столь достолюбезны. Дайте мне мои сапоги. Сейчас посмотрю. И как они ко мне попали? Вот. Возьмите. Благодарю вас. Странно. Как будто это не правый сапог. Да тут два левых сапога, оба левые. Семен, да это не мои сапоги. Мои сапоги с красными ушками и без латок. А это какие-то порванные и без ушек. А, это сапоги Павла Александровича. Какого Павла Александровича? Актера. Каждый вторник сюда приходит. Должно быть, он вместо своих ваши надел. А к ней в номер, значит, я поставил две пары. Ваши и его. Так поди и примени. Здравствуйте. Поди и перемени. А где же мне взять его теперь? Уж час времени как ушел. Вон, иди, ищи ветра в поле. Где же он живет? Да кто ж знает. Каждый вторник сюда приходит. А где живет, нам неизвестно. Придет, переночует и жди до следующего вторника. Вот видишь, свинья, что ты наделал. Ну, что же теперь мне делать? Мне генеральша Шевелицыной пора. Анафема ты такая. У меня ноги озябли. Ну почему же тут два левых сапога? Какие Бог послал, такие и носи. با همین ما برنامه امروزه‌مون را بخشیده به چاره‌بینی فروغ صبح دانایی را به انجام می‌رسانیم. با شما طول این لحظه بودن قادر واسید و قربان و نازنین. Сказочная страна. Хожу в библиотеку, я книги почитать. Любимей дела нету, люблю помечтать. И оказаться в сказке, в таинственном лесу. Увидеть волка, зайца и рыжую лису. А прочитав всю книжку, подумать головой, какой герой хороший, какой из них плохой. Она всегда подскажет, где как себя вести, поможет и расскажет, как друга нам найти. И что-то в этой жизни начнем мы понимать. Любить родную землю и слабых защищать. Тоджикистон, офтоб аз шуълафишон, осмонад ахтаристон. Ахтари ман дар фазоят, Тоджикистон, Тоджикистон. Зери шабҳои ту растем, дил ба дунёи ту бастем.
تو تو هستی با تو هستیم تاجیکستان تاجیکستان وحدت اگر وحدت نباشد نیست ملت اگر وحدت نباشد نیست دولت اگر وحدت نباشد نیست ناموس نجاتی تاجیکستان است وحدت شعر لایق شعر علی وطن سر می شود وطن سر می شود از گهواره ز شیر پاکی از پستان مادر وطن سر می شود از آن تواره که آن را ساخته دستان مادر وطن بهبودی و بهروزی ماست وطن خوشنامی و فیروزی ماست وطن سر می شود ز آگرد دهقان ز میدانهای خیرمند بادگرها وطن سر می شود ز نان برده که ما خوردیم از خوان پدرها وطن امروز ماست آینده ماست پناه مرده ما زنده ماست. در محفل ادبی که تحت عنوان فروغ صبح دانایی بخشیده به آزمون عمومی جمهوریوی در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 28 شهر دوشنبه برگزار گردید، خوانندگان اساساً با زبان روسی برآمد نمودند. این بار دیگر از آن دلالت می‌دهد که به مسئله آموزش زبان در جامعه ما اهمیت جدی داده می‌شود. Иван Дмитриевич, человек средний, проживающий с семьей, 1200 рублей в год и очень довольный своей судьбой, как-то раз после ужина сел на диван и стал читать газету. «Забыла я сегодня в газету поглядеть», — говорит ее жена, убирая со стола. «Посмотри, нет ли там таблицы тиражей?» «Да есть», — ответил Иван Дмитриевич. «Какой номер?» «Серия 9499, билет 26». «Так, посмотрим». 9499 и 26. Иван Дмитриевич не верил в лотерейное счастье, и поэтому в другой раз бы ни за что бы не стал глядеть в таблицу тиражей. В тот час же, в насмешку над его неверием, в его глаза бросилась цифра 9499. Не посмотрев номер билета, он быстро положил газету на колени и сказал: «Маша, 9499 есть!» Ее жена, поглядев на его испуганное, удивленное лицо, поняла, что он не шутит. «9499?» – спросила она. «Да-да, серьезно есть. А номер билета?» «Ах да, еще номер билета. Впрочем, постой, погоди. Нет, каково? Все-таки номер нашей серии есть. Значит, есть вероятность, что мы выиграли. Ну, посмотри уже. Постой. Эта строка сверху, значит, выигрыш 75 тысяч. Это не деньги, а сила, капитал. А вдруг я сейчас взгляну на газету, а там 26, а? А что, если мы выиграли?» Супруги стали смеяться и долго смотрели друг на друга молча. Возможность счастья отуманила их, и они не могли ни сказать, ни помечтать, на что им обоим нужны эти 75 тысяч. «А что, если мы выиграли?» — говорит Иван Дмитриевич. «Ведь это новая жизнь, это катастрофа. Билет твой, но если был он моим, то я, конечно же, бы в первую очередь за 1025 купил бы какую-нибудь недвижимость, вроде имения. За 1010 на единовременные расходы, долги заплатить, путешествия, новая обстановка, а остальные 40 тысяч в банк под проценты». «Да, имение это хорошо», — говорит жена. «Где-нибудь в Тульской или Орловской губернии». «Да, хорошо бы купить имение», — говорит жена, тоже очарованная своими мыслями. Иван Дмитриевич стал думать и говорит: «Я, знаешь, Маша, за границу поехал бы». И он начинает мечтать, как бы хорошо было глубокой осенью поехать где-нибудь за границей, в Южную Францию, Италию, Индию. «Да, я бы тоже поехала за границу», — говорит ее жена. «Ну, посмотри, постой». Иван Дмитриевич задумался и думал:
А что, если она и вправду поедет за границу? Что она там понимает? Для нее что Неаполь, что Клин. Все едино. Только бы мне мешало. Я бы у нее в зависимости был бы. Она бы своей родне давала деньги, а меня бы в каждой копейке усчитывала. И в этот момент Ивану Дмитричу первый раз в жизни показалось, что ее жена вся постарела, вся подурнела, вся пропахла кухней, а он еще молод, здоров, хоть женись во второй раз. Вспомнились Ивану Дмитричу его родня, противные, жалкие люди. Если им дать, то еще попросят. Отказать будут клясть, сплетничать. Да, на чужой счет хорошо мечтать, говорил ее взгляд. Нет, ты не смеешь. Иван Дмитрич понял этот взгляд своей жены и, чтобы назло досадить ей, быстро открыл газету, посмотрел на 4-ю страницу и провозгласил с торжеством: серия 9499, билет 46, но не 26. Ха, получила? Ненависть и надежда обе разом исчезли. ҳамин тариқ бо баргузории ин чорабинии адабӣ хонандагону омӯзгорони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 28 шаҳри душанбе ба озмуни имсолаи фуруғи субҳи доноӣ оғоз бахшида номнавис намудани хоҳишмандонро шурӯъ намуданд. мо ба ҳамаи онҳо барор мехоҳем.